Как масло получить целебное из кедра? Вообще его несложно получить, и технология известна современная. Ее не буду излагать, но есть нюансы не совсем обычные, о них скажу. Нельзя при сборе шишек бить по кедру колотушками или бревнами, как делают сегодня сборщики. Целебность масла резко снижается от этого. Шишки необходимо только те использовать, которые сам кедр отдает. Они при ветре падают, и голосом их можно сбить, как делает Анастасия. С земли их должны собирать люди не злые. И хорошо, когда поднимает шишку детская рука. Вообще, и все последующее делать нужно с добром и помыслами светлыми. Такие люди в деревнях сибирских и теперь найдутся, утверждала Анастасия. Какое это имеет значение, трудно сказать. Но в Библии тоже говорится, что царь Соломон искал людей, умеющих рубить дерево. Не сказано только, чем эти люди отличались от обычных. Полученный после шелушения шишек орех необходимо использовать для выжимки масла не позднее 3 месяцев. Далее качество резко будет ухудшаться. При выжимке нельзя, чтобы ядра с металлом соприкасались. Вообще с металлом масло не должно соприкасаться. Болезни оно лечит любые. Диагноза ставить не нужно. Употреблять можно как пищевой продукт, салаты добавляя, а можно ложку в день. Лучше при восходе солнца, можно днем, при свете дня, не ночью. Вот главное. Но только подделку могут людям предлагать, сказал я старику. А он с какой-то хитрецой и с юмором отвечает: а мы сейчас с тобой заслон поставим от подделок и отработаем твои проценты. Как поставим? Так думать надо. Ты же предприниматель. Я был им, а сейчас неясно кто. Давай вместе размышлять. Ты поправляй меня, кое-что не так. Давайте. Продукт конечный пусть проверят на приборах те, кто способен это грамотно сделать. Врачи, ученые, специалисты, в общем. Да, правильно, они сертификат дадут. Но только не все приборы могут уловить. Еще и дегустация нужна. Возможно. Качество вина дегустаторы определяют. Ничто их заменить не может. Но дегустаторы вкус вин отлично знают. У них нюх и на запах, и на вкус отменный. А масло кто будет дегустировать? Ты и проверишь. А я как это сделаю? Я ел только обычное масло. Когда его мы делали, то технологию не соблюдали такую, как Анастасия говорила. К тому же я курю. 3 дня не должен ты курить и пить спиртное перед тем, как масло будешь пробовать. Не есть мясного и жиров, и разговаривать не следует ни с кем 3 дня. Потом попробуешь и сможешь по вкусу определить, нормальное оно или подделка. А с чем сравнить? Вот с этим. Старик достал из холщевой сумочки деревянную палочку толщиной примерно в 2 пальца. В ней с одного конца торчала, как пробка, другая палочка. Здесь масло настоящее. Попробуй. Ни с чем его не спутаешь ты вкус. Но сначала давай попробую я выгнать из тебя то, что скопилось от курения и разных ваших штучек. Как выгнать? Как Анастасия делала? Да, так примерно. Но ведь она говорила, что только любящий способен лучом любви болячки убирать в любимом. И тело нагревать его, чтоб ноги даже вспотевали. Лучом любви все правильно. Но вы же не можете меня любить, так как она.
Но внучку я люблю. Давай попробуем. Давайте. Старик сощурился и стал смотреть на меня пристально, не мигая. Тепло по телу разлилось, но только намного слабее, чем от взгляда Анастасии. Не получалось у него, а он старался все, да так, что руки у него дрожали. Еще чуть-чуть нагрелось тело, и всего лишь старик все не сдавался, и я ждал. И вдруг вспотели ноги, потом настала свежесть в голове и запахи. Я запахи уловил в воздухе. «Ох, получилось», — сказал устало, облокотившись на спинку лавочки старик. «Теперь дай руку». Он открыл пробку-палочку и из палочки потолще вылил мне на ладонь кедровое масло. Я его языком слизал с руки по небу, и во рту приятное тепло пошло. И запах вдруг почувствовал кедровый, и спутать его трудно было с чем-нибудь. «Теперь запомнишь?» — спросил старик. «Запомню. Что ж тут сложного? Картошку ел однажды я в монастыре. Так помнил долго. Через 27 лет вкус ее вспомнил. Но только как узнают люди, что проверено оно, что подлинное масло, уж слишком дорого его продают. Я сам видел. В упаковке импортной, да за такие деньги легко на подделки разные пойдут. Да, деньги сейчас правят бал. Тут думать нужно. Вот видите, тупик». Анастасия говорила, что эти деньги во благо можно повернуть. Давай попробуем. Помыслит в этом русле. Давно уже мыслят. Например, как водку от подделок застраховать. Но меняют этикетки, пробки, акцизные марки придумали. А толку никакого. Суррогат как продавали, так и продают. Сейчас на ксероксе любую марку можно напечатать. А деньги тоже можно напечатать. Деньги потрудней. Так и давай, как этикетки с обратной стороны бутылки, деньги будем клеить, чтобы работали во благо сопливые бумажки. Как деньги клеить? Что за ерунда? Дай мне, пожалуйста, бумажку, денег каких-нибудь. Я дал ему купюру. Ну вот, все ясно. Возьмешь купюры, пополам их разорвешь, одну половинку пусть клеит на коробку или еще на что-то, другую спрячь. Придумай сам, куда. Или в банк ваш положи для сохранения. На двух половинках, вот, видишь, одинаковые номера. И каждый, кто захочет увероваться в подлинности масла, свой номер сверить сможет. «Ну, дед, — подумал я, — вот это голова!» А вслух сказал ему: «Защиты лучшей от подделок нет. Вы молодец!» Он засмеялся и сказал сквозь смех: «Так дай и мне процент. Отстегивай давай». «Процент какой? И сколько же вы хотите?» «Хочу, чтоб хорошо все было», — сказал вдруг посерьезневший старик. Потом добавил: «Помимо 3% возьми себе с продажи еще один. Готовым в упаковке маслом. И раздавай его бесплатно тем, кому ты посчитаешь нужным дать. Пусть это будет от меня и от тебя подарок людям». «Ладно, возьму. Отлично все придумали. Вы молодец». «Отлично. Значит, радоваться будет Настенька за нас. А то ленивым все меня отец считает. А ты считаешь
значит, что молодец я? Да, молодец. И снова мы смеялись, и я добавил: Анастасии, передайте, что вы могли бы быть предпринимателем отличным. Точно? Точно. Новым русским стать смогли бы, да еще каким. Так и передам Анастасии. И то, что ты о масле всем поведал людям, ей расскажу. Не сожалеешь, что поведал всем? А что мне сожалеть? Возни с ним много очень. По-быстрому вот 3-ю книжку напишу, как обещал, и бизнесом снова займусь. Торговлей или с чем-нибудь еще нормальным. Ранний утренний напиток сегодняшний из тыквы и алоэ. Золотой, золотой утренний напиток готов. Волшебный, красивый и мудрый. Всем волшебного дня. Пусть будет день таким, как вы захотите, как мы хотим, как и я хочу. Я хочу всегда радости. И наш блендерщик, любимый родной, включится для совместного творения волшебного напитка. Для сегодняшнего напитка мы собрали индийский подорожник, мак, корица, укроп, листик морковки, листик свеклы, шпинатик, алоэ, пырей, кориандр и семена льна с гвоздикой. И добавим сюда каплю кедрового масла настоящего, волшебного, чудесного. Чудесный волшебный напиток готов. С добрым, с добрым, с добрым все, с любовью все сделано. Туру-дуру-дум. Счастливого, радостного дня всем-всем на земле. Благодарю. Счастливого дня!